Помните ли вы стихотворение «In Flanders Fields» – «В полях Фландрии», которое нередко называют самым канадским стихотворением? Его автор – полковник-лейтенант Джон МакКрей, был поэтом, врачом, художником и участником Первой мировой войны. Стихотворение «In Flanders Fields» о маках, цветущих в полях Фландрии, написано им под впечатлением гибели его друга. По традиции, это стихотворение читают в те ноябрьские дни, когда отмечается День памяти погибших. Иногда его называют еще Днем маков. Так повелось из-за символа – алого мака, приколотого на грудь. По инициативе руководителя клуба физиков и лириков «Etc.» Вита Штевельман в этом году в Торонто будет организовано большое событие, посвященное переводам этого самого канадского стихотворения на многие языки мира. 9 ноября в историческом месте Форт Йорк состоится вечер, где поэты и декламаторы из различных культурно-этнических групп представят переводы стихотворения «In Flanders Fields» Джона МакКрея на своих языках. Вита Штевельман. Я придумала этот проект и буду читать свой перевод на русский язык. Hello, I am Dr. Muthuparna Gupta, translation in Bengali. 安娜颖，星子安娜，翻译成为中文。 We represent the community Kurultai Canada. Kurultai Canada unites people originally living in Bashkortostan and Tatarstan. For the project, we present two translations of the poem In Flanders Fields into Bashkir language and one poem translated into the Tatar language. Rachel Amado Bortnik, traducción al judeo-español o ladino. Miranda Basha, poezia përkthyer nga Anita Xhiku në Shqip. В программе также запланирован концерт этнической музыки и интернациональный потлак. Вход свободный.